наш митинг за расселение так называемого 17-го квартала, потому что я сама житель этого квартала, живем мы, извините за выражение, в дерьме. Наш митинг сейчас попросту свернули и, значит, придумали, я так думаю, что несуществующую причину, что там спереди Гагарина какие-то оголенные провода. Здесь много мужчин, которые разбираются в электричестве, и эти провода можно было просто убрать. Нам электричества не надо. Это был просто повод не допустить митинга в преддверии выборов сентябрьских. Поэтому я со всей ответственностью от общественности нашего 17-го квартала, от организаторов митинга ответственно заявляю, что мы пойдем дальше. Мы еще раз будем отправлять вам, дорогие господа, уведомления о проведении митинга. Мы будем митинговать, пока расселение квартала не завершится в полном объеме, пока все наши требования не будут выполнены, пока наши дети не перестанут плавать в тазиках, пока наши бабушки, инвалиды по 3 года проживая в жилье без пандусов, не могут выйти из квартир, пока не перестанут рушиться потолки на наших детей, пока наши дети не перестанут играть на несуществующих площадках, да, которых нету. Был вот такой ролик у нас, значит, около Якутской 43, там. В таких же условиях, как жители наших кварталов. Пожалуйста, кто услышит, не будьте равнодушными, поддерживайте. Вот еще можно вопрос. Это вопрос, в принципе, касается депутатов, да? Строительного округа. Где были депутаты, да, все это время, и ранее, и сейчас, даже тогда, в настоящее время, когда случаи, что девочка плавала, ребенок плавал в тазике, и бабушка залазила в дом по лестнице, да? Да, только после уже выхода в федеральные СМИ, после того только как поручение дал глава Следственного комитета, только все, получается, уже, когда огласка была, вот, и последовала реакция, да? Почему никто, ни окружная администрация города Якутска, ни депутаты непосредственно, которых избирал народ, правильно, по округам, не били тревогу? Вот, как приехал сейчас, только после приезда Делякина, да, который нас посмотрела вся республика, в каких страшных условиях мы проживаем. Сейчас 2 месяца осталось, когда наступят холода. И мы с ужасом ожидаем, что будет вот такая вот страшная зима. Потому что земля еще не высохла от весеннего потопа. Мы сегодня так готовились. Хотели провести мирный митинг. Но не по нашей вине вот этот митинг свернули. Мне очень стыдно. Ребята, чтобы мы дальше пошли, сегодня расходимся без никаких выкриков. Вы поймите, у нас вся борьба впереди. Дайте инициативной группе набраться сил и терпения, чтобы довести до всего. Я знаю, мне 60 лет. Я сегодня ночь не спала, чтобы вот провести мирный митинг, чтобы людей поняли, услышали. Они нам запретили. Так что, ребята, мы пойдем дальше. Здесь одни женщины стоят. Никто здесь не пришел, чтобы что-то буянить или что-то. Какие-то экстремистские эти лозунги. Ужас. Я поражена. Вообще, столько мы готовились. Единственные шансы. И нам запретили. Как мы будем дальше жить? Сейчас же наступит осень, ребята. Как в этих гниющих квартирах жить, я не знаю. У меня больше слов нету. Но мы пойдем дальше. Чего бы это ни стоило, пока они нас не расселят. А теперь очень прошу жителей 17-го квартала мирно разойтись. Это не по нашей вине. Не случилось того, что должно было бы случиться, чтобы на нас внимание обратили. А деньги на стадионы хотят найти, на 17-м квартале хотят стадион уж построить. Нет, товарищи, никаких стадионов. С
сперва расселите людей, а потом стройте соцкульбыты и всякие разные спортивные сооружения. В первую очередь люди. Да, вот почему-то ИСЭФ не отменяет во время СВО, а митинги проводить, значит, нам запретили. Да, придумали существующую причину. Это единственно направлено именно на то, чтобы этот митинг не дошел до федеральных властей. И республики ездим, ручки жмем. А обед все праздники 2 миллиона стоит. Все, расходимся. Давайте, не будем. А что не будем-то? Нет, Расходимся. мы ответственные. Не надо. Ну в чем? Ну ответим, ну а тут провокационно ничего нет. Да, провокационно ничего не Ну а что тогда? Затыкаем лес. У всех людей наболело же сильно. Этот квартал 20 лет почти ушнуть. Ребят, эту бумагу и скажет, кто он и так далее. Я расходитесь. Спрятался. Да, действительно, пускай придет сюда представитель, который обоснует запрет. На чем, на каком основании? Возле мэрии нужно разрешение. Они бы любую причину нашли, чтобы не дать нам разрешение. А здесь мы им шлем только уведомление. А какое официальное, ну, что сказали там, что, какие работы проводят? Официальную версию подтвердили то, что на территории сквера Гагарина оголенные провода, вырванная розетка, и проводиться митинг не будет по этой причине, что в целях безопасности людей. А, вот так, да? Да, и даже в 2 местах. А кто? Человек представился? А, вот, да? Вот. Вот на основании распоряжения окружной администрации города Якутска я являюсь полномочным представителем окружной администрации города погромче, Якутска, пожалуйста. Ларионов Андрей Степанович. Вот В связи смотрите. с аварией на территории сквера имени Юрия Гагарина я на соответствии с законом 54-м о публичных мероприятиях уведомляю организаторов данного мероприятия. А когда она случилась, эта авария? Мероприятие должно прекратиться. Я подходил к одному из организаторов, Захарову Эдуарду Эдуардовичу. Организатор, ну, о том, что я ему хотел уведомить, я его уведомил о том, что мероприятие прекращается в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на территории. Эдуард Эдуардович не расписался, не захотел получать данное уведомление. А почему перед самым мероприятием-то произошло все это? У вас распоряжение сегодня 10 июня, у вас распоряжение от 9 июня. Неужели работники городской администрации не могли заранее... Так как мероприятие было заранее... Вы узнали 9 о том, что авария, вот распоряжение... Получается, аварию тоже заранее планировали? Составляет в соответствии с законом 59 9 числа. А почему, если митинг был запланирован заранее, да? Получается, авария тоже была запланирована. Почему заранее? Она была не запланирована, она была спровоцирована, они специально это сделали, чтобы не допустить митинг. Запланирована и спровоцирована. Она всегда составляется заранее, до любого Заранее вы знали, что будет авария? Заранее, до любого мероприятия. Вот вы говорите, что авария. Это, да, естественно, должно заранее. Я ничего не делаю противозаконно, я делаю все, что можете посмотреть. Что хотели, мы сказали. Закон федеральный закон. Ребята, все, тихо, расходимся. Еще раз представьтесь, пожалуйста. Кто вы? Еще раз представьтесь, пожалуйста. Представьтесь. Вы кем являетесь? Полномочный представитель Ларионов Андрей Степанович. Ну, организация какая Полномочный ваша? представитель от окружной администрации города Якутска. Ну, такая... А вон там целая площадь, туда нельзя? Нет, Зачем вообще разрешать? нужно вам выдавать новые уведомления. Аварийный восстановительный Экстрасенсы там сидят. Вы меня не поняли, вы меня плохо слышите. Это нарочно сделали. По назначению С утра было нормально, а вот сейчас То есть это распоряжение показывает о том, что я
Если будет представляем такие же мэрию. аварии, Это нет, а не где будет само аварии. распоряжение, что Если авария проведем произошла? мероприятие, чтобы не было никаких инцидентов, чтобы я помог организатору при проведении мероприятия, А я где должен документы? составлять на каждое мероприятие, любое заранее должен составлять распоряжение о том, что я являюсь... А где документы, что вообще авария произошла? Где акты, что вообще? Вчера надо было предупредить организаторов. Вот вы видите, тут вы видите, то, что авария произошла. Они говорят, что там Мы буквально видели кучку людей, которые там толпились. А чтобы ее охраняли, не было. Когда нет отключения по этому во всех Магазины работают, банк работает, все работает. это их не проблема. Товарищи, время играет на нас, потому что Делягин отдал все наши просьбы до президента, поэтому за этот период, что нам отменили, перенесли митинг, у нас, может, какая-то еще информация появится. С мертвой точки наш вопрос сдвинется. Мы надеемся. Всем спасибо.